онро ба ин толори қасри ҷавонон хайравақтан мегӯям. ман Рустам Раҳматулло намояндаи само дар шаҳри Хуҷанд мебошам. аз ҳозирони гиромӣ бо кафкӯбиёи шумо ман устод Давлатов Саидмурод Раҷабовро ба саҳна даъват мекунам. Это инструмент, который вы принимаете решение. Инструмент, который вы принимаете решение, он особенный. Я заметил, что большинство людей принимают решения, исходя из своей ресурсной возможности. Это их не проблема. Повторяю, люди принимают решения, исходя из своей ресурсной возможности. Они говорят, если деньги есть, так можем сделать. Если денег нет, это нереально. На самом деле это мышление бедность. Тут деньги ни при чем. А знаете, год за годом что я понял? Чтобы стать успешным, надо принимать решения, не исходя из ресурсов, исходя из последствий, что важнее для тебя. Что важнее, ценнее для тебя. Когда принимаешь решение, что важнее, потом ищи ресурсы. Ресурсы всегда найдутся, если ты принимаешь решение из последствий. Потому что когда ты поймешь последствия, на каком точке ты хочешь оказаться, да ты можешь любого убедить, потому что ты веришь в этом. Потому что ты это видишь в своем сознании и можешь это планировать. Потому что в конце концов ты будешь попасть туда, где ты планируешь сегодня. Но если ты принял решение, что ресурсов нету, что можно делать? Значит, ты принял решение оставаться в том месте, где ты сейчас. И через год будешь опять там. Через еще год опять там. Потому что ты принял решение оказаться в этом месте. Инструмент, который принимает решение, она самый важный инструмент. Потому что качество жизни человека, она зависит от решения, которое человек принимает. Например, перед вами постоянно задачи, постоянно строить дом, детей обучать, открыть бизнес или нет, или что-то-нибудь такое. Перед вами постоянно это задачи. А вот как вы их решаете, от этого зависит ваш результат и эффективность. Например, когда мы говорим, вот, например, задача рубить дерево. Вот задача рубить дерево. Исходя из того уровня вашего понимания, вы выбираете инструмент решения этой задачи. Кто-то пойдет кувалдой бить дерево. Кто-то возьмет ножом, пойдет рубить дерево. А кто-то пилу возьмет. Кто-то топор возьмет. Кто-то друзей позовет, говорит, давайте мы уроним эту дерево. Это зависит от того, как ты понимаешь задачу решать. Вот так и ты живешь. Потому что аналогичное решение перед тобой, перед другим у всех есть. Но успех достигает кто лучше решение найдет. Например, здесь один человек, например, парикмахерская открывает. Второй вот здесь. Один процветает, второй нет. Здесь продуктовый магазин. И тут продуктовый магазин. Иногда между ними всего одна стена. Но один зарабатывает больше по сравнению второй. Хотя продает одинаковые продукции. Здесь сахар, там сахар, здесь сникерс, там сникерс, тут масло, там масло. Ну, вряд ли, что здесь сникерс слаще по сравнению с другой сникерс. Но процветает только тот, кто как решает, кто как видит и находит пути решения. Поэтому не застряйте свои мозги словами неудачников. И никогда не берите пример неудачника, потому что их у нас очень много. Кто меня понял? Их очень много, ребята. Это люди, которые пытаются вас остановить. Не общайтесь с тем, кто забирает вашу мечту. Не общайтесь. Понимаете? Вот, вы согласны со мной, что вот один гнилой помидор испортит целый вагон помидор? Это о чем говорит? Маловато быть хорошим, но надо еще держаться подальше от плохим. Хотя бы в другой коробке надо сидеть. Так или не так? Маловато быть хорошим. Еще надо важно держаться подальше от плохим. Потому что они влияют на твое сознание.
на твое сознание. Держитесь подальше от телевизора. Держите подальше от этих вещей. Потому что эти вещи уничтожат ваше сознание. Люди найдут. Как вы думаете, сколько часов наш народ бездельничает? Средний житель Таджикистана. Давайте возьмем одного любого человека. В день сколько часов он бездельничает? Давайте по-честному. Эффективность средний житель Таджикистана выводим вместе. Расскажите мне. 5-6. Среднеобычных, если посмотрим, 2 часа точно найдется, да? Я уверен, что больше даже. Согласны? А почему бы это время не вкладывать в себе? Я много раз говорил, возможно, вы слышали. Формула, которую я кое-что понял. Время плюс деньги равно результат. То есть деньги это является продуктом вложенного времени. Человек, в конце концов, становится тем, на что тратил свое время. В итоге становится тем, на что потратить свое время. Мы понимаем, что от рождения у нас у всех одинаково денег нету. И у многих богатых людей от рождения одинаково денег не было. Никогда не было. Согласны? И сейчас у многих одинаково денег не бывает. Правильно? Но у нас у всех есть по 24 часа в сутки времени. Правда? У нас у всех одинаковое время. Пожалуйста, запомните это. Куда вы его направите, от этого зависит вот этот результат. Поэтому, если у вас денег нет на данный момент, но время точно есть, и оно бесплатно дано, вкладывайте его на того, чтобы создать тот человеческий капитал, который вам нужна. В этой книге «Как стать миллионером территории СНГ» я написал очень много ценностей. Для того, чтобы стать богатым человеку, что нужны? Нужны деньги? Нет, ребята. Нужна причина, боль нужен. Внутренняя мотивация нужен. Знаете, боль такой, который не дает тебе смириться, если не добьешься успеха. Это такая боль, такая причина, которая каждый день и ночь с тобой. Ты это делаешь не потому, что кому-то хочешь доказать. Ты это делаешь потому, что ты мечтаешь об этом. Это делаешь для того, чтобы изменить себя и свою жизнь. Нужна причина. Я заметил, что у разных людей причина по-разному. У кого-то причина это его дети. Он говорит, понимаешь, то детство, которое я прожил, я хочу, чтобы мои дети лучше детство прожили. У кого-то она такова. У кого-то забота о других. У кого-то благотворительность. У кого-то там собственные мечты, а у кого-то победа. У кого-то еще что-то другое. Я скажу вам, что меня вдохновляет. Я хочу оставить что-то после себя. Я не хочу, чтобы моя жизнь, она прошла просто так. Потому что она дар. И она, это жизнь надо возможность. Я расскажу вам, что планирую оставить после себя. Я расскажу вам все. Я планирую оставить 50 книг после себя. 100 учеников-миллионеров планирую с помощью Аллаха вырастить, оставить. 30 уже есть. Я хочу быть участником хотя бы несколько ГЭС построить в Таджикистане, потом умирать. Я хочу оставить после себя хороший благотворительный фонд, который сколько я успею помогать, сколько нет, когда умру, они будут продолжать. Я хочу 100 библиотеки построить. И сколько школ успею, сколько буду. Но библиотеки точно буду строить, иншаллах. Часть своей компании даже продам и построю их. Это очень важно для меня. Понимаете, у каждого человека что-то важно. Для меня это важно. Я хочу оставить после себя 2 фильма, которые будут оставаться. Я хочу оставить 15 детей. Я это написал себе. Это то, что хочу оставить после себя. Это очень важно. 100 компаний я хочу оставить. Их в данный момент, алхамдулилlah, 23. Я работаю над этим. Даже если вдруг я умру раньше, по крайней мере, сколько успел? Я не понимаю людей, которые свою жизнь не планируют. Жизнь мимо проходит, только оши нахор барафта умадас обид чудай.
Завтра где еще Ошинахор? Я не понимаю жизнь людей, которые работа для них – это времяпровождение. Работа для них не место для развития, а работа просто место заработка. Работа не должно быть место заработка. Работа – это там, где твоя жизнь проходит. Это тем, как ты можешь себя великим создать. Да не важно, кем ты работаешь, но эта работа должна быть таким лестницем, который тебе поднимает с каждым днем над собой. Над собой. Эта работа должна давать шанс, чтобы обойти самого себя. Стать умнее. Должно быть в этом работе 5 достижений. Первое достижение – это самореализация. Второе – умственные достижения. Если работа не помогает стать умнее, уходите из работы. Она вам не нужна. Потому что деньги, которые вы получаете, вы их все равно потратите. Единственное, что вам останется, это мозги, которые вы приобрели в этой работе. Деньги вы все равно потратите. А что останется у вас после этой работы? Это тот личность, которую вы создали. Я не понимаю, когда люди на работу организуют, чтобы лишь бы воровать, лишь бы хитрить, лишь бы там, не знаю, чай-пай, а нам делать.